В начале встречи Махмуд Али Калиматов выразил благодарность и федеральным инспекторам, которые направлены в нашу республику для помощи в проведении экзаменов. Я неоднократно подчеркивал свое отношение к нарушениям, которые допускают и участники экзаменов, и специалисты, привлеченные для проведения ЕГЭ. Каждый из них повлечет принятие соответствующих мер. Вместе мы сделаем процесс сдачи ЕГЭ в республике максимально честным и качественным, сказал Махмуд Али Калиматов. Все приехали помогать. Воспринимать надо как методическую помощь. Я хотел бы, чтобы доброжелательность была. Но и учитывали стрессовое состояние детей. Я это уже говорил и говорю. Не надо, понимаете, твердо, настойчиво выявленные нарушения пресекать. Мы знаем, что стресс. У меня тоже 2 детей, я знаю, как они сдавали тоже ЕГЭ. Я знаю, что с ними творится. Понимаете? Поэтому вот эта вот твердость в рамках соблюдения нормативов, в то же время еще человеческое, житейское отношение к детям. То есть, чтобы там вода была везде, где она должна быть, чтобы обеспечение масок необходимых. У нас 2-й этап, ковид, еще идет, поэтому к этому тоже строго подходить. Я сочувствую этим детям. Я хочу это подчеркнуть. Я не прощаю тех, потому что не они же пронесли гаджеты. Я персональную ответственность не снимаю со всех. 3 июля выпускники Ингушетии на базе школ номер 6 и номер 15 Назрани сдали ЕГЭ по литературе, географии и информатике. В республике на сдачу этих предметов было заявлено 323 человека. Из них по информатике 112, по литературе 199, по географии 12. Результаты экзаменов станут известны не позднее 15 июля. Глава региона добавил, что одной из главных задач остается безопасность на пунктах, создание всех необходимых условий, проведение государственной аттестации в Ингушетии, обеспечение максимально возможной эпидбезопасности сдающих экзамен ребят, частота и качество проведения испытаний находится под личным контролем главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Об этом глава Ингушетии говорил ранее на совещании по готовности региона к проведению ЕГЭ в 2020 году. В нем приняли участие члены правительства Ингушетии, руководители профильных министерств и ведомств, директора образовательных заведений. Обеспечение безопасности, я имею в виду и педагогов, и участников, детей наших, да, должно быть полное, с запасом, и предостережения эти должны быть восприняты. Это не шутки. Надо обязательно оберегать и детей, и себя. Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Следующим экзаменом выпускники сдают русский язык, он пройдет 6 и 7 июля. 10 июля выпускники сдадут профильную математику. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24.